Доля незаконного оборота табачной продукции и обуви сохраняется на уровне 35%. Об этом рассказали на круглом столе в общественной приемной главы Коми. Сократить теневой рынок, повысить налоговые отчисления и таможенные сборы, а вместе с тем снизить административные риски поможет повсеместное внедрение маркировки. Это касается не только обуви и табака, но и других групп товаров. Доля незаконного оборота сохраняется практически до 35%. На тех рынках, которые мы сегодня пытаемся охватить дополнительно по лекарствам, доля фальсификатов составляет до 10%. На парфюмерном рынке, который у нас только начинает входить в систему маркировки, доля фальсификатов составляет до 20%. Поэтому этому вопросу на самом деле уделяется очень острое внимание. Вместе с тем, система маркировки товаров как следует еще не опробирована бизнесом, отчего нередко у предпринимателей возникают технические сложности, решить которые как раз и пытались сегодня в режиме реального времени. В городах и районах республики на 19 площадках общественных приемных главы Коми 35 предпринимателей получили подробные консультации от специалистов налоговой службы, Роспотребнадзора и представителя Единой национальной системы цифровой маркировки и прослеживания товаров «Честный знак». Вся система была введена исключительно для того, чтобы отделить контрафактную продукцию. То есть добросовестный бизнес, который торговал белым товаром, скажем так, в том числе он выигрывает, конечно, введение этой маркировки, но есть определенные сложности. Малые предприятия Республики Коми очень страдают, потому что у нас особенность есть такая, мы очень такая растянутая территория. И на некоторых территориях просто нет фактически интернета, выбивает, и человек не знает, как ему дальше работать. По данным регионального министерства сельского хозяйства и потребительского рынка, все больше предпринимателей регистрируются в системе «Честный знак» и маркируют свою продукцию. К 2024 году Россия должна подойти с маркированным рынком по абсолютно всем группам товаров, независимо от того, произведены они на территории страны, ввозятся или вывозятся за рубеж.